Насколько кыргызские дипломаты и вообще политики были ранее более опытными, чем сейчас, показывает хотя бы тот факт, что в 1994 году при медиаторстве спикера легендарного парламента Медеткана Шеремкулова в Бишкеке был подписан протокол о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Андрей Токумбаев побеседовал с послом Азербайджана в Кыргызстане Гидаятом Оруджевым. Господин посол, 14 мая 1994 года в Бишкеке встретились представители азербайджанской и армянской сторон. Насколько, на ваш взгляд, велико значение этого шага? Да, 14 мая 1994 года состоялся подписание известный протокол бишкекский, и так назывался, о прекращении огня. Но 15 мая, через день, Армения нарушила, и очень грубо нарушила, режим прекращения огня. И с тех пор, длиной 26 лет, как вы сказали, уже идет 27 год, они нарушили прекращение огня каждый день, почти каждый день. Но такие, значит, соглашения, заявления были очень много за этот период. Еще до этого, в 1993 году, Совет Безопасности ООН приняла 4 резолюции. 4 резолюции. О полном и безоговорочном выводе армянских войск из оккупированных территорий Азербайджана. 4 резолюции. Совет Безопасности ООН. Совет Безопасности ООН заявляет, что Карабах – это неотъемлемая часть Азербайджанской республики. Документы, заявления, решения в таком содержании приняли и другие большие, крупные, влиятельные международные организации. Как ОБСЕ, как Организация неприсоединения, Исламская конференция, Организация экономического сотрудничества и многие-многие другие. До сих пор со стороны Армении не исполняется решение, заявление, резолюции столь высоких и авторитетных международных организаций. Решение таких, я уже говорил, столь высоких международных организаций, резолюция таких высоких авторитетных международных организаций выполняется в течение дня, недели, месяца, максимум год, максимум. 27 лет Армения игнорирует, начиная от ООН, всех решений, заявлений, резолюций всех международных организаций и продолжает оккупацию. И уничтожает там все, что есть, не только жилые дома, и исторические памятники, национальные исторические памятники в оккупированных территориях, религиозные памятники, в том числе мечети,
28 сентября кыргызстанская сторона вновь выступила с заявлением о том, что готова стать арбитром урегулирования этого конфликта, призвав стороны конфликта к сдержанности и следованием международным обязательствам. С вашей точки зрения, насколько велика перспектива урегулирования конфликта сейчас? Заявление МИДа Кыргызской Республики, которое было заявлено 28 сентября, сразу же следующий день начала конфликта, этого последнего конфликта, мы благодарим братскому Кыргызстану. В заявлении братского Кыргызстана тоже отмечается территориальная целостность Азербайджана. И Кыргызстан и в составе, как член других международных организаций, всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана. Мы это знаем и мы это ценим. Мы ценим этого. Но было заявление и организации сотрудничества туркоязычных государств, туркоязычных стран. Кыргызстан член этой организации. И в других исламских конференциях и так далее, неприсоединении Кыргызстан всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана, и Кыргызстан делал все возможное, что этот вопрос решится с мирным путем. Какова, на ваш взгляд, должна быть роль участников урегулирования этого конфликта в качестве третьих сторон? Я уже вам говорил, мы делаем все возможное, но никакого результата не дает. Агрессор остается агрессором, ужасным агрессором. Азербайджан за течение, в период, почти чуть больше 1 месяца освободил 4 города, 4 поселка городского типа, 206 населенных пунктов. Это в территории 5 оккупированных районов Азербайджана. С вашей точки зрения, есть ли перспектива мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта? Есть уже решается решение этого конфликта, решение оккупации. Каждое начало имеет свой конец. И оккупация тоже. Азербайджанская армия во главе главы государства, верховного главного командующего господина Ильхама Алиева мог бы так поступить, так решить этот вопрос еще 10 лет тому назад. Уже 10 лет, даже чуть больше 10 лет, военные эксперты, специалисты заявляют о том, что азербайджанская армия профессиональная, высокая, образованная, настоящая современная армия. В рейтинге армии государств мира азербайджанская армия где-то очень нормальном, хорошем и даже престижном месте. Уже больше 10 лет все специалисты, военные специалисты заявляют о том, что азербайджанская армия лучшая, самая сильная армия в Южном Кавказе. Об этом и заявлял наш президент много раз. Наша армия сильная. Наша армия может защитить свою территорию. Наша армия может освободить наших земель от оккупантов. Уже больше 10 лет.
Но это тоже националистические, я бы сказал, ну, знаете, обращение, заявление нынешнего руководителя Армении Пашиняна. Это вообще непонятно. И они недооценили, они не... И даже на этого, это действительность, они не оценили, они не понимали. Поэтому Азербайджан делал и делает все возможное для решения с мирным путем этого вопроса. Но, к большому сожалению, Армения не дает этому возможность. Ну, как сказал наш президент, ну, если они уже когда-то, может быть, сейчас, лучше бы сейчас, они поняли, что Азербайджан должен ответить, Азербайджан обязан ответить оккупированные территории. И мы будем освободить всю территорию оккупированные. Мы пойдем до конца. Это наша исконная земля. Это наша родная земля. С веками, начиная с древних времен, азербайджанцы там жили. Да. И весь мир признает Карабаха неотъемлемой частью Азербайджана. Весь мир, все международные организации, и все государства мира, значит, поддерживают территориальную целостность Азербайджана. Большое вам спасибо за интересный разговор. Мирного вам неба над головой, скорейшего урегулирования конфликта. Во-первых, я благодарю вам. Во-вторых, я смотрю ваш канал. Я знаком с вашим каналом. Да. Ну, я как ваша, во-первых, бывшая коллега, я писатель, журналист. Да, я желаю вам самого наилучшего, самого доброго, новых творческих успехов. И желаю вам самое главное одного – быть объективным.